Салам алейкум, уважаемые друзья. Мы заехали в хозяйство, где выращивают рыбу. Пожалуйста, смотрим. Вот такие машины перевозят. Вот такое вот хозяйство есть здесь. Смотрите, здесь люди, где живут персонал. Как здесь выращивают рыбу. Сейчас мы с вами посмотрим, как это все делается. Такие бетонные заграждения, вот такие бассейны. Пожалуйста, здесь живут радужная форель. Вот здесь поставили аэраторы. Это аэраторы нужны для того, чтобы был кислород для рыб. А в основном все здесь забетонировано. Снизу, сбоку вода течет сверху. И рыбы плавают. Смотрите. Выращивается вот такая рыба здесь. Здесь грамм по 700 килограмм. Вот кислород подается отсюда для рыб. Такие рыбы здесь плавают. Глубина 1,5 метра. Примерно такие, как бы сказать, аэраторы китайского производства. Они стоят примерно $500-600. Ну и здесь тоже неплохой кислород. Пожалуйста. Это все делается в Киргизии, Кыргызская республика. Вот тут есть вместе с радужной форелью плавает янтарная форель. Она та же самая форель, только цвет желтый. С этой стороны. Они привыкшие к корму. Люди идут, человек проходит, они думают, что дадут корм. Здесь, наверное, где-то грамм 300-400. Вот здесь грамм 600-700. Примерно. Мы с вами сейчас пройдем вверх, посмотрим, откуда течет вода. Вот столько бассейнов здесь. Пожалуйста. Смотрите, как можно построить рыбное хозяйство. Вода, значит, течет сверху. Такая вода. Здесь тоже рыбки, видимо, убежавшие плавают. А здесь они обрабатываются известью в неделю по несколько раз. Пожалуйста, такое хозяйство. Смотрите, сколько бассейнов. В прошлый раз мы вам показывали, как можно выращивать форель в природных условиях, где мы показывали. А здесь вот специальные бассейны
Здесь вот грамм 100 рыбки плавает. С этой стороны тоже грамм 100. В каждом бассейне стоят такие бочки, куда складывается мусор, который прилипает к шандору. Такие специализированные сетки. Вот такое хозяйство рыбное. Они выращиваются до определенного возраста, а потом продаются. Пожалуйста, вот здесь янтарные рыбы, янтарная форель. Сейчас мы с вами посмотрим. Здесь вот только янтарная рыба, янтарная форель. Около килограмма, чуть больше. С другой стороны вот такие 500-граммовые радужная форель. А с этой стороны янтарная форель. Здесь вот такой бассейн большой. Здесь же побольше рыбы плавает. Кислород, естественно. С этой стороны так. С другой стороны вот так. Только мне непонятно, как они будут вылавливать большие рыбы. Наверное, сетка нужна побольше. Здесь вот больше килограмма, 1,5 килограмма. Чуть больше рыбы. Кислорода, видимо, до конца не хватает, поэтому ставят такие аэраторы, чтобы они таким большим рыбам давали кислород.